Для сотрудников морга и тех, кто привозит усопших на экспертизу, неприятности начинаются еще снаружи. Когда дожди идут, вот здесь водой поливать, полностью вода. И люди проходят вот таким образом. Я своих попросил вот этот бордюры, когда ремонт дороги делали по Донецкой улице, я попросил принести оттуда тайком вот эти бордюры, чтобы люди прошли своим. Стены, покрытые плесенью, пожелтевшие от сырости и влаги потолки – это еще не самое страшное. Здание судебно-медицинской экспертизы сдали в эксплуатацию 30 лет назад. Капитального ремонта здесь не было никогда и, похоже, не будет еще долго. Вот здесь трещина. Вот сверху вот здесь туалет есть, видите, да? Туалет есть. И оттуда и капает. Иной раз, когда этот там забивается, вот здесь, когда я прохожу санитаром, я говорю, чтобы не капнул в голову, что чья-то моча или что-то, да? Трещин в стенах очень много. Почему здание до сих пор не признали аварийным, удивляются и сами сотрудники. Из ржавых и прогнивших труб отовсюду течет вода. С трудом своими силами не так давно их подлатали, но хватит ли надолго? Чтобы вот это все поменять, под шахтой все надо трубу вырезать и каким-то образом вытащить и провести горячий воздух. Здесь повсюду смрад от трупов. Кажется, что жуткую вонь не чувствуют только работники, уже привыкшие каждый день дышать зловредным запахом. Основные орудия труда для вскрытия тел, кухонные ножи, пилы и другие инструменты для дома. Денег на покупку спецпринадлежностью Минздрава нет. Этажом выше ситуация немногим лучше. Едкий запах добрался и сюда. Обшарпанные полы, дырявый линолеум на каждом шагу. Маски, перчатки и даже мыло. Все лаборанты покупают за свой счет. Все настолько старое, что подаренный спонсорами современный термостат на этом фоне выглядит нелепо. Мы как приехали, с тех пор ни разу не делалось у нас ремонта в нашей лаборатории. Вот посмотрите, мы спотыкаемся и закрываем эту кружку, чтобы не убиться. Вот в таких условиях мы принимаем и потерпевших, и обвиняемых, и трупное. Все у нас в этой лаборатории. У нас даже элементарно нет перчаток. Бумагу покупаем, клей покупаем за свой счет. Оборудование и прочая техника не менялись с советских времен. Некоторые аппараты и вовсе в единственном экземпляре и тоже дышат на ладан. Если и они выйдут из строя, то проводить экспертизы будет просто не на чем. Вот этот аппарат называется хроматограф Елхем-72. Это год выпуска 1976 года. Работает около 40 лет уже. Это единственный аппарат, который определяет алкоголь в крови, моче, мышцах и желчи. Вот это по республике он единственный. На днях Департамент здравоохранения Бишкека распространил телефонограмму, который запретил врачам обращаться к президенту, парламенту, правительству и в другие вышестоящие органы за дополнительной помощью. Вместо того, чтобы улучшить условия труда, чиновники заставляют медработников закрыть рты и не жаловаться, а за непослушание грозят увольнением. Сотрудники судмедэкспертизы говорить о проблеме не боятся. Да и перспектива остаться без работы, за которую платят гроши, их тоже не сильно пугает. Здесь средняя зарплата сотрудника менее $100. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан.